Среди людей скромных, не кричащих о своих талантах, хочется выделить этого спокойного, малоразговорчивого человека с острым взглядом прищуренных глаз. Дмитрий Аяров, Митерес. Он родился в Сунтарском улусе, который извечно славится своими мастерами и является, по мнению многих, истинной землей Аланхо. В селе Тайбахой, где он учился, старики помнят, что еще пятиклассником он мог целыми днями пропадать в школьной мастерской. В школе на кружки ходил, вот и передался. Учителя научили. Раньше по дереву занимался, а тут на севере нету материала. Вот самый ходовой бивень мамонта. Перешел на бивень косторезный. С улыбкой вспоминает учителя труда Кардашевскую Нюрбину Петровну. Это она отправила его работу по чеканке Нюргон Баатур на ВДНХ, где за второе место Дима получил приз «Часы-будильник». Гордились все. В 80-х годах после окончания школы он приехал в Уснеру, где жила со своим мужем старшая сестра-геолог. Здесь и началась его трудовая биография. После службы в армии вернулся в Уснеру, работал оформителем, художником. В якутском филиале фабрики Сардана учился резьбе по дереву и кости. Учитывая малоразговорчивость нашего героя, мы попросили дочь Дмитрия рассказать об отце. Мой папа Дмитрий Ильич живет и трудится в Уснере почти 40 лет. Он отец 4 уже взрослых детей, которые работают на Дальнем Востоке, Новосибирске, в Якутске, но я работаю в Уснере. У папы 2 любимых внучек. Отец долгое время работал плотником на золотодобывающем предприятии Мяконе, на Бадране и на Ольчане. Это летом в сезоне. А зимой почти всегда подрабатывает в Уснерском детском доме. Он хорошо ладит с детьми. Видя это, директор детского дома посоветовал ему получить диплом педагога дополнительного образования. Отец очень настойчивый и что решил обязательно сделать. И в этом году защитил диплом. Теперь работает в детском доме, обучая детей-сирот столярному мастерству и изготовлению сувениров из дерева. Хочу, чтобы он меня научил всему, что он сам умеет. Ну, вот эти вазы, вырезать, вот это все. Тебе нравится по дереву работать? Ну, да. Уже есть какие-то работы, которые ты сам сделал? Ну, я делал снеговика, яйцо пасхальное. Дмитрий Ильич работает у нас педагогом дополнительного образования. Он является руководителем кружков «Якутские национальные промыслы» и кружок работы по дереву «Сделай сам». Ребята с удовольствием ходят на его занятия, особенно его кружки привлекательны для ребят старшего возраста. Он учит не только работать на станках, выпиливать, выжигать что-то. Ребята часто к нему приходят просто поговорить, обращаются за помощью, за советами. И он готовит ребят к самостоятельной жизни. Учит практическим навыкам. Ребята, кроме работы на станках, многое умеют. Вот старшие ребята сами могут ставить замок в дверь, например, разбирать, ремонтировать несложную мебель. Также они разбираются в бытовой технике, учатся делать несложный косметический ремонт. Поэтому им так интересно своим старшим наставникам. Он именно своими золотыми руками, умением общаться с ребятами как бы на равных, объяснять по-мужски. У нас коллектив преимущественно женский, и тянутся к нему ребята. А мы с своей стороны очень рады, что человек
такими золотыми руками работает в нашем коллективе. Мне лично импонирует то, что Дмитрий, занимаясь резьбой со школьных лет, в свои 55 не считает себя мастером, до сих пор учится и готов обучаться мастерству и дальше. Ну, это еще я еще не профессионал, как бы. Заниматься и заниматься этим. Долго, упорно, и тогда получится такое. Тут самое сложное шлифовать теперь, научиться. У меня пока не получается. Тоже инструменты, порошки всякие нужны. Я еще не профессионал. А как дома относится к твоему обучению? Жена поддерживает, не мешается тоже, убирается. Молодец у меня жена. С отпуска перевозит инструменты. Многие аймиконцы знают о таланте и хобби Дмитрия – резьбе по дереву и кости. Покидая север, увозят в разные уголки страны на память о прожитых здесь годах сделанные его руками сувениры. И хотелось бы, что он свои работы, конечно, выставлял чаще на районном уровне, на республиканских выставках. Считаю, что Дмитрий давно достоин звания народный мастер, просто его работы мало знают по республике, так как не проводятся выставки. Резные фигурки, изготовленные Дмитрием, очень индивидуальны, и каждая хранит тепло его рук. Ну, то есть ты как пигмалион, да, берешь кусок камня, Да, убираешь все ненужное, получается образ, да? да, и там по ходу дела сама срисовывается фигура, вот, например. А вот если ты, например, делаешь два медведя, они одинаковые получаются? Нет, разные. Каждая фигура все разные. Не повторяется, короче. Ясно. Каждая фигура эксклюзив. Нет. А что ты больше любишь вырезать? Вот животные, звери природные. Сакаты, медведи, олени. Он очень много делает и много раздаривает родственникам, друзьям, знакомым. Если все собрать, получится целая выставка его работ. Дмитрия Аярова в Аймиконском районе, который стал его второй родиной, знают как человека трудолюбивого, творческого и увлеченного своим делом. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вам говорит что-то имя Дмитрий Аяров? Ой, конечно. Мне кажется, Аярова Дмитрия Ильича не надо никому представлять. Это наша местная знаменитость. Художник, косторез. Ну, так скажем так, что я очень долгое время работаю в культуре нашего поселка, нашего района. И мы очень часто оформляем выставки, проводим выставки. И без экспонатов Дмитрия Ильича не проходит ни одна выставка. Также очень хорошо он работает по бивню мамонта. Шикарные, красивые сувениры, нецки. Они распространились, наверное, по всей матушке России, потому что очень многие приезжают к нам в Уснеру и уезжают
приезжая, обязательно увозят, видно, такой кусочек памяти нашего Аймикония. Также он очень хорошо оформляет вот ледовые скульптуры. Его часто приглашают на такие мероприятия, и он вот красиво это все делает, потому что он умеет это все делать. Вот нынче у нас возле нашего магазина, прямо перед Новым годом, стояли как настоящие живые олени, сделанные со льда именно вот нашим мастером Дмитрием Ильичем. Конечно, они, вот, глядя на эти олени, сразу вот такое предвкушение Нового года, праздничное настроение, там иллюминацию он подключил. Он, конечно, большой молодец. Также вы можете посмотреть возле дома, детского дома, там олени и якутские чароны. Но они как-то своеобразно сделаны, он так красиво подошел к этому, к этому делу. И везде чувствуется наш национальный якутский колорит. Во всем. Поэтому, мне кажется, он настоящий патриот нашего района. Ну и звание у него народный мастер, как бы там ни было. Это наш Аяров Дмитрий Ильич. Ребята загорелись, каждый хотел приложить свою руку, и прибегали и вот эти чароны с ребятами вместе, вот полисадник вместе делали, какие-то смайлики, и ребята видят результат своего труда, и таким образом они как бы создают красоту своими руками, что пригодится им в дальнейшей жизни. Ребята талантливые, можно заниматься. Мастерской хороший, станки современные. Чего бы ты еще хотел от жизни? Ну, много хотел, но уже не успею. Старый. Чего бы хотел? Стать мастером, профессионалом, типа. Знаменитым мастером косторезом. А мы будем ждать его новых работ, участия в выставках мастеров народного прикладного искусства и пожелаем интересных идей и успехов нашему мастеру Аймикония с якутским именем Митерес.